Возвращение Лоэ Бола в Казань и его противостояние с Валерио Вермильо. Все это могли увидеть болельщики, которые пришли в Центр волейбола Санкт-Петербург 11 февраля, где казанский «Зенит» принимал уфимский «Урал». Сам любимчик казанских болельщиков, ЛБ, был рад вернуться в тот город, который стал для него родным. А в память о времени, проведенном в Казани, Бол нанес на своей руке татуировку в виде крылатого барса. Я очень счастлив вернуться в Казань. Для меня и моей семьи это особенное, невероятное место. И мне очень приятно, что еще во время своей карьеры я удостоился чести, чтобы моя футболка висела под сводами арены. Правда, на площадке хозяева не проявили должного гостеприимства, проведя встречу практически на одном дыхании. Сразу же, взяв инициативу в свои руки, подопечные Владимира Алекна без особых проблем переигрывали соперника, заслуженно поведя в счете 25-23 и 25-21. Особенно усердствовали в составе «Зенита» Бережко, Михайлов и Евгений Сиважелис, который стал самым результативным игроком матча, набрав 17 очков. Сегодня очень много у нас получалось, я считаю. Во-первых, не давил никакого груза ответственности не было. Спокойно вышли, играли, показывали свой волейбол на радость зрителям. Да, хорошо забрали команду. В третьей партии наставник «Зенита» предоставил возможность отдохнуть своим лидерам, но и вышедшие на замену игроки нисколько не ослабили игру хозяев, которые уверенно победили 25-23 в третьем сете и 3-0 в матче. Когда такие легкие игры, легкая победа 3-0, всегда кажется, что не в полную силу играется, в общем-то, легко. Нет, парни выкладываются. Этой победой «Зенит» завершил выступление на первом этапе чемпионата России. Казанская команда одержала 13 побед в 14 встречах и заняла первое место в Восточной конференции. Впереди плей-офф, и все самое интересное только начинается.